Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Рад очередной встрече с вами в рамках программы «Конституция и мы». Вы знаете, что мы в рамках наших передач обсуждаем реализацию тех или иных конституционных положений, которые сегодня реализуются всеми гражданами Российской Федерации. И в начале передачи я хотел бы особо заострить ваше внимание на то, что 2026 год объявлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным годом единства народов Российской Федерации, а в Республике Саха-Якутия наш глава республики Илдархан Айсин Сергеевич Николаев объявил годом культуры. И в этой связи мы решили сегодня рассмотреть тему «Роль национальных видов спорта в сплочении многонационального народа России и сохранении духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народа». В этой связи мы пригласили в нашу студию директора Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары, народного депутата Республики Саха-Якутия, заместителя председателя Постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Геннадия Анатольевича Васильева, а также вице-президента Комитета по национальным и неолимпийским видам спорта России, генерального секретаря Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии Сахада Спорт, генерального директора автономного некоммерческого объединения Эллияда, эксперта Организации Объединенных Наций Михаила Михайловича Иршова. В студии автор и ведущий программы, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Александр Николаевич Кимкимен. Ну, давайте начнем нашу передачу. Я очень рад видеть вас в этой студии. Я знаю, что вы многое делаете для развития республики, в целом для того, чтобы наша Родина развивалась. Вот, Геннадий Анатольевич, начнем с того, вот именно на посту директора Центра национальных видов спорта проводится очень большая всеобъемлющая работа. Пожалуйста, расскажите о сути и содержании деятельности Центра. Так, добрый день еще раз, да. 2006 года, да, правительством Республики Саха-Якутия создано Республиканский центр национальные виды спорта имени Василия Манчары. С этого года беспрерывно работает центр на сегодняшний день, да. Центр работает, основной целью центра это является развитие национальных видов спорта Республики Саха-Якутии и системная работа по совершенствованию методик тренировок, развитие спортсменов и тренеров, да, организации региональных, муниципальных, всероссийских, международных соревнований. Поэтому у нас целей и задач очень много. Начну, что на сегодня ЕКП – это единый календарный план Министерства Республики Саха-Якутия на 25 по итогам 2025 года проведено очень много соревнований от муниципального уровня. Было 286 мероприятий, в этом году тоже 200 с чем-то мероприятий, это муниципального уровня до международного уровня. У нас популяризуется сегодня с центра 9 видов спорта. Это масс-рестлинг, борьба хавсагай, национальные прыжки, настольные игры хабалы-хамыска, гиревой спорт, стрельба из лука, да, такие виды у нас, северное многоборье, многоборье якутское, да, такие виды спорта на сегодня очень быстрым темпом развиваются в нашей республике, и каждым годом численность занимающихся вырастает. На сегодня республики, по итогам 2025 года, да, занимается 29 578 человек. Это каждым годом увеличивается систематически занимающихся. Сегодня нашим спортсменам есть мотивация, потому что у нас наши соревнования не ограничиваются только муниципальными и региональными, а есть у нас, например, вид такой масс-рестлинг.
вы сами знаете. Ну, Всероссийское министерство спорта Российской Федерации, у нас есть реестр. И реестр национальных видов спорта. В том реестре всего 8 видов спорта. Из них наши виды спорта, это якутские виды спорта, масс-рестлинг, борьба хавсагай и якутские прыжки там есть. Поэтому с 2005 года, как масс-рестлинг, уже создана Всероссийская федерация по масс-рестлингу, Международная федерация масс-рестлинга, да, и в этом году 30-летие намечается Федерация масс-рестлинга Республики, 30-летие. Ну, первым президентом является Александр Константинович Акимов, и первым президентом Всероссийской Федерации тоже Александр Константинович, и Международной Федерации тоже является Александр Константинович, да. Вот. И со всеми этими региональными, всероссийскими, международными уровнями, со всеми есть очень много соревнований. Например, сегодня в масс-рестлинге есть нормативы, да, уже есть нормативы. На сегодня у нас есть республика спортсменов, достигшие такого высокого результата, мастера спорта международного класса, мастера спорта Российской Федерации и заслуженные мастера спорта. Например, Дмитрий Попов, Павел Черноградский, да, такие вот наши ведущие, самые мощные спортсмены, масс-рестлеры уже являются заслуженным спортом, массового спорта Российской Федерации. Поэтому нынешнему поколению есть мотивация. Ну, безусловно, то, что сегодня масс-рестлинг из якутского вида спорта вначале превратился в общероссийский вид спорта, ну и сегодня международный вид спорта, поскольку в рядах Международной Федерации масс-рестлинга уже 65 стран, которые представляют все 5 континентов. Ну и очень хорошую продуктивную работу вот ведет Международная Федерация во главе с Александром Константиновичем Акимовым. И я бы хотел особо подчеркнуть работу Всероссийской Федерации масс-рестлинга. И вот хотелось бы вас тоже в этой части спросить. Вы являетесь вице-президентом Всероссийской Федерации, вы являетесь вице-президентом Международной Федерации. Пожалуйста, расскажите о деятельности нашей Всероссийской Федерации и Международной. Какие намечаются в этом году соревнования? Потому что я знаю, что вы только что вернулись с командировки и многие вопросы обсуждали. Ну, Всероссийской Федерации возглавляет Михаил Дмитриевич Гуляев. Тоже у нас 2005 года он возглавляет эту федерацию всероссийскую, да. Ну, Всероссийская Федерация культивируется на сегодня в Российской Федерации около 60 регионов. Каждым годом тоже в регионах очень спрос есть. На сегодня уже на этой неделе уже прошли аккредитации вот Хабаровский регион и Ямало-Ненецкий регион, да, уже они аккредитацию прошли, поэтому уже тоже у нас систематически занимающихся в целом Российской Федерации тоже увеличивается. В этом году у нас очень много тоже соревнований, и в этом году впервые в нашей республике проводится чемпионат России. Это будет у нас в марте 22 по 24 марта в городе Нерюнгри. И у нас в этом году тоже очень крупное мероприятие. Это конец ноября будет. Это чемпионат мира, 6-й чемпионат мира по масс-рестлингу. Ну, в прошлой неделе мы съездили в командировку в городе Москве, да. Мы там встретились с директором Центра спортивной подготовки Романом Сергеевичем Гришиным, да, директором. И в основном это было по финансированию части чемпионата России и чемпионата мира. Ну, на сегодня есть положительные с нашей стороны результаты, да. Это с части с Министерства спорта Российской Федерации уже есть поддержка в части финансирования чемпионата России. И в этом году тоже создан новый фонд, Российский спортивный фонд. Там все наши букмекерские финансы там вливаются, и отсюда всем всероссийским федерациям они тоже выделяют деньги. И мы в этом году тоже заявку направили на российский фонд, они тоже поддерживают
на чемпионаты России выделять деньги и на чемпионаты мира. На чемпионатах мира тоже работа ведется на сегодня. Вот Международная федерация по масс-рейсингу во главе Александром Константиновичем поддержала нашу вот инициативу, чтобы провести Российской Федерации. И в целом у нас Министерство спорта есть политика, чтобы в этом году, ну, в целом сейчас уже мировом уровне, да, российский с этого года уже очень чемпионатов, много чемпионатов разных видов спорта уже на территории Российской Федерации. Да, дан зеленый свет. Да, почти да. Да. Да, действительно идет потепление взаимоотношений с Международным олимпийским комитетом. После того, как президентом стала Кирсти Ковентри, все-таки у нее такой тезис, что она будет бороться за права спортсменов. И в этом отношении, когда притесняются конкретные спортсмены и применяется принцип коллективной ответственности, это неправильно, потому что у каждого нарушения есть фамилия, имя, да, и эти люди персонально должны отвечать за это. Да, здорово, что такая большая работа проводится. И в части вот международной части, да, международной части еще не только масс-рейсинг на сегодня развивается, и хотел бы отметить вот Капсагай. Как раз в эти выходные у нас будет проводиться вот Хангалас Капсагай, третий основной международный турнир Хангалас Капсагая. У нас тоже создана Всероссийская федерация и Международная федерация тоже создана. В 2024 году уже провели первый чемпионат мира по Капсагай в городе Бишкеке, да, в Кыргызской республике, тоже очень на высоком организационно проведено. Сейчас уже в этом международном турнире будет из 9 стран будет принимать участие. И самое главное, что в этом году мы включили, да, Михаил Михайлович, на играх кочевников Капсагай. Это уже большой результат. Это очень большое достижение. Это большое достижение, да. Безусловно. Ну, развитие Капсагая, вот действительно, я бы здесь сказал, особо выделил Алексея Егоровича Мастахова, который отмечает в этом году 80-летие. Даже заодно поздравить его с этим столь знаменательным юбилеем. Ну, конечно же, работа Республиканской Федерации во главе с Николаем Никентьевичем Румянцевым. Ну и вот срывной рост благодаря Нестерову Вячеславу Анатольевичу. Потому что я помню, что мы первый раз Хангалас Капсагая провели в далеком 1998 году в Покровске на призы памяти Ильи Петровича Кондратьева, выдающегося спортсмена, борца, капсагаиста. И вот смотрите, такой путь. Вот начали такой республиканский масштаб, потом он стал гран-при, потом он стал всероссийского масштаба, а потом он уже международный. И сегодня, да, конечно, в рамках второго международного турнира интерес огромнейший. И это, конечно же, позволит, чтобы Капсагай развивался больше. Вот, Михаил Михайлович, к вам вопрос следующего рода. Ну, вы начинали вот свою такую общественно полезную деятельность с Селлияды, да? Вот расскажите, какие вот моменты вашей работы в Ильяде, которые позволили вам в том числе стать экспертом Организации Объединенных Наций, вы могли бы выделить? Выделить, да. Ну, здравствуйте, во-первых. Наша организация «Этнокультурное объединение Ильяда» была создана в 2009 году. Первая вообще вот цель, задача этого фестиваля была проведение этнокультурных фестивалей для народов Якутии. Ну вот мы тогда целью ставили, чтобы в этом фестивале принимали участие все национальности, которые проживают в Якутии. Ну, и эта цель и задача в первые годы работы нашей организации, они были реализованы. Мы провели 3 фестиваля в местности Ортодойду, Юсхатын. В Юсхатыне в 2010 году приезжала эксперт секретариата постоянного форума ООН Дороти Матсен. Встречали тут его на правительственном уровне. И это наш опыт, он потом транслировался на площадках ООН.
будем так говорить, да. И затем у нас работа немножко поменяла свою направленность, и мы основной цели своей поставили продвижение и популяризацию традиционной культуры народов Якутии на международных площадках, на разных, но в том числе ООНовская площадка, и если мы там договаривались с какими-то коренными народами, то на их площадках мы это проводили. И ну, я считать не буду, мы достаточно много работы провели и в Мексике, и в Европе, во Франции, в Испании, там, в Латинской Америке, вот в Бразилии наши друзья тоже есть, но в Северной Америке, вот в Калифорнии, в Аляске тоже проводили, но об этом отдельно можно поговорить, если Но будет здесь время. я могу сделать примечание в том плане, что когда в Анкориджи встречались президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, часто показывали якутское серге. Вы можете об этом сказать несколько слов? Да. Это наш проект совместный в рамках Российско-Американско-Тихоокеанского партнерства. Мы тоже были членами этой организации. И когда представители руководства Аратопа приезжали в Якутск, мы с ними договорились, что когда она будет проходить американское собрание, мы будем поставим серьги дружбы между Россией и Америкой. И этот проект мы осуществили. В Анкоридже, кто знал, что там будет проходить? Большой саммит, да, большой саммит. Который, как мы надеемся, Да. позволит подписать мирное соглашение по да. регулированию вопросов, связанных с Украиной. Будем на это очень надеяться. Геннадий Анатольевич, вот скажите, пожалуйста, вот как народный депутат, как заместитель председателя постоянного комитета по делам физической культуры и спорта, по делам молодежи, вот какая работа проводится в рамках вашего комитета? Да, да, я являюсь заместителем комитета, да, по делам молодежи и по физической культуре и спорту, да. Ну, комитетом ведется системная работа по законотворчеству, ну, в целом по молодежной политике, по патриотическому воспитанию ведется работа. В прошлом году была выездное заседание комитета по делам молодежи в Государственной Думе, да, и там мы как субъект уже внесли изменения в закон по молодежной политике в части по патриотическому воспитанию. А в целом по сфере физической культуры и спорта тоже системная работа ведется, и там, в сфере детского спорта, по ГТО тоже внесли изменения в закон. И у нас в целом в республике есть закон о национальных видах спорта, да, который был принят в 2015 году. И в прошлом году мы тоже там внесли изменения в закон о национальных видах спорта, в части учебной части. Там в основном о внедрении национальных видов спорта, элементы национальных видов спорта, в частности на уроках физкультуры дополнительно 3 часа. Да, это замечательно, конечно, чтобы оздоравливать молодежь. Ну и самое главное, чтобы все учащиеся в Республике Саха-Якутия могли воспринимать глубинный смысл национальных видов спорта, потому что это простейшие виды, которые не требуют какого-то дорогостоящего инвентаря. И начиная прямо с детских садиков мы можем внедрять, культивировать и так далее. Да? Ну и, конечно, в этой части работа с Министерством образования. Да, но сейчас уже работа ведется. В этом году уже создана рабочая комиссия при Министерстве образования, и уже будем вплотную работать. Да, Михаил Михайлович? Туда мы вдвоем ходим. И да, мы начали работу, да, сейчас сделали план и будем работать. И, можно, да? Да, нет, в этом плане я хочу отметить, что действительно это дело очень прорывное, да. Когда мы принимали закон, в целом он, будем говорить, более рамочный. А вы уже в рамках, так сказать, совершенствования этого закона уже
какие-то мышцы накачали дополнительно. В первую очередь обратили внимание на молодежь. И это очень здорово, когда учащаяся молодежь будет заниматься национальными видами спорта в рамках уроков физической культуры. Но здесь я хотел бы отметить, что действительно наш разговор интересный, полезный. И вот нам помогают режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. И мы вот буквально через некоторое время прервемся на рекламную паузу, и после этого опять же продолжим наш разговор. Поэтому просим телезрителей и радиослушателей быть с нами. Еще раз приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей. Сегодня в эфире программа «Конституция. Мы». И в целом мы ведем беседу на тему того, какова роль национальных видов спорта в сплочении общества. Вы знаете, что год у нас обозначен как год единства народов Российской Федерации и год культуры в Республике Саха-Якутия. В студии у нас Геннадий Анатольевич Васильев, директор Центра национальных видов спорта имени Василия Манчары, народный депутат Республики Саха-Якутия, и Михаил Михайлович Ершов, вице-президент Комитета по национальным и неолимпийским видам спорта России, генеральный секретарь Ассоциации Сахада Спорт, руководитель фонда Илиада. Пожалуйста, вот то, о чем говорил Геннадий Анатольевич, вот в смысловом значении касательно третьего часа. Вот именно с точки зрения практического и прикладного такого подхода, что бы вы могли сейчас порекомендовать, может быть, органам местного самоуправления, управлением образования наших улусов? Это очень важное решение в этом году. Вот в закон раньше этот пункт был, но он как бы расплывчатый был, конкретно не было ответственной организации. И сейчас вот конкретно Министерство образования и науки отвечает за внедрение третьего часа урока по национальным видам спорта. Но сейчас мы все должны понимать, что по третьему часу очень много разных, и якутский язык, и там много-много-много разных предметов пытаются туда включить, но дело остается за учредителями. Это главы улусов, управление образования улусов и так далее, и они должны принять это решение. Потому что мы на сегодняшний день видим, очень много учителей физкультуры и так далее пытаются сами там какие-то там уроки проводить и так далее, да, а сейчас уже на законодательном уровне это все будет разрешено, и на уровне Министерства науки и образования будет разработана программа, по которому они спокойно могут уже проводить с 1 класса по 11 класс. Вы сами понимаете, да, мы вот сейчас, когда статистику сдаем каждый год, у нас по НВСу там количество сказали же, да, 29 тысяч, да, там не входят школьники. Если мы сейчас вот включим вот этот параметр, то, что у нас третий час урока по 2 раза в неделю, да, тогда уже считайте, взрывной рост системы физически занимающихся. Потом для отбора, например, вот по хороших спортсменов, это очень хорошая площадка, с каждой школы будут выходить уже предварительно, как говорится, потенциальные чемпионы игр Дакына. Михаил Михайлович, вот вы являетесь генеральным секретарем Ассоциации Сахада Спорт. Вот основные направления деятельности. На что вы хотели бы обратить внимание наших телезрителей, радиослушателей? Очень много мы слышим разных мнений вообще по деятельности Ассоциации Сахада Спорт. Но я работаю с 2015 года, я генеральный секретарь Ассоциации Сахада Спорт, поэтому, вникая в работу Ассоциации Сахада Спорт, хочу сказать, что такое уникальной организации по объединению федераций и по сохранению, продвижению, по защите прав спортсменов, нормативно-правовых актов, про лоббирование и так далее. Это только в Якутии есть такая ассоциация. Я благодаря нашему опыту, проводя политику именно объединения, ассоциирования работы спортивных федераций по национальным видам спорта, на сегодняшний день являюсь вице-президентом
президентом Всероссийской большого вот комитета по национальным олимпийским видам спорта, потому что у нас колоссальный опыт. Они все прислушиваются вот нашему мнению, потому что Якутия, Минспорт сам признает, что это лидер по развитию национальных видов спорта. И у него есть свой закон, и есть Центр национальных видов спорта от бюджета финансируемый. Там специалистов больше 100 только работает. Где в России такое есть? Нету нигде. Поэтому они всегда оглядываются на нас, когда принимают закон, когда какие-то вот меры эти принимают. И поэтому вот я, получается, как глаз Республики Саха-Якутия на федеральном уровне вот по нормативным там и другим вопросам развития национальных видов спорта. Вот Геннадий Анатольевич упомянул о том, что борьба Хапсагай включена в программу очередных игр кочевников, которые будут проведены в Республике Кыргызстан. Вот вы были участником предыдущих игр в Казахстане и были флагоносцем России, да, сборной команды России. Вот какие вы чувства испытывали? Чувства это вообще непередаваемые, потому что на 5-х играх только Российская Федерация выступала единой командой. Естественно, там, если за тобой 200 спортсменов и представителей команды идут, да, вот в одной команде, и ты несешь флаг России, естественно, это очень такое, и все да, это транслируется на весь мир. На весь мир, да. Я знаю, что помимо президента Казахстана было много лидеров других стран, и в том числе, значит, от России был наш глава республики Айсен Сергеевич Николаев, да. Был Билал Эрдоган, президент Всемирной конфедерации этноспорта. Ну и вот этот дух игр кочевников, он был в моральном отношении намного чище, чем были проведены Олимпийские игры в Париже, где в основном пропаганда ЛГБТ-сообществ. Да? И с этой точки зрения нам, конечно, нужно развиваться, и в рамках этого движения тоже. Ну и вот сейчас как формируется сборная, какие подходы есть? Вообще вот по нормативно-правовому обеспечению развития национальных видов спорта на всероссийском уровне очень плачевно, даже я могу сказать плачевно, потому что я этим систематически занимаюсь уже около 10 лет. Слава богу, вот сейчас у нас очень активный новый президент Гришин Борис Владимирович и его помощники, вот Павлюк, Игорь Вячеславович и так далее. Я в меру своих сил помогаю. Я все время указываю на те недостатки. Надо понимать, вот такого уровня развития, как в Якутии, нигде нету, ни в одном регионе. И поэтому мы как лакмусовая бумажка, да, вот то, что у нас не получается, потом как бы по принципу домино в других тоже отражается. Поэтому то, что у нас не получается, я сразу говорю. Например, вот у нас сейчас по включению видов спорта во Всероссийский реестр. Его вот буквально недавно поменяли. В 2022 году в марте месяце поменяли. И там такие условия поставили, что невозможно вообще вот реально регион невозможно его включить во Всероссийский реестр. Я понимаю этих, не чиновников, не специалистов Министерства спорта, им чем меньше видов спорта, тем меньше, забот, да, там финансировать меньше федерации и так далее. Такое отношение вот к национальным видам спорта, достоянию всей России, вот это очень, я знаю, да, Геннадий Анатольевич, вот вы очень широко лоббируете, в том числе в части того, чтобы Комитет национальных неолимпийских видов спорта был представлен в базовом законе о физической культуре и спорте 329, да? И вот расскажите о выездных заседаниях, о наших инициативах Госсобрания Ултумен. Да, в этом году тоже в плане, в марте, конец марта, 26 по 29 марта тоже будет намечено заседание, выездное заседание Государственной Думы Комитета по физической культуре и спорта. И мы в заседании, мы как субъект уже Республики Саха-Якутия должны внести изменение закон по физической культуре и спорту в части 5, да, статьи 5. Статьи 5, в целом там есть субъекты. На сегодня субъектом Министерства по физической культуре и спорту Российской Федерации является
адаптивный Олимпийский комитет России. Адаптивный олимпийский комитет. Паралимпийский комитет России. Есть, да, еще есть у нас Центр спортивной подготовки, да, детский спорт. Они есть сегодня, которые субъектом есть, являются, и они 100% финансируются из государственного бюджета. А сегодня вот комитет национальных олимпийских видов спорта является только общественным. И мы хотим внести как субъект в этом законе. Прописать, тогда в дальнейшем будет финансироваться за счет государственного бюджета. Тогда, конечно, будет действительно больше внимания. Да. То, что Михаил Михайлович обращает внимание на недостатки в работе, но они в том числе связаны с финансовым обеспечением. Да. Михаил Михайлович правильно говорит, что в России сегодня очень много национальных видов спорта, 100 с чем-то, да? Да, 100 с чем-то, из которых только 8 смогли. Да, 8 в реестре есть, а аккредитованный федерация то только один. Это масс-рестлинг. Все. Масс-рестлинг, Ну вот я помню, что Раис, глава Республики Татарстан Минниханов, дважды приезжал, он посещал национальный праздник Исых Туймады, потом здесь проводили всероссийский Курултай, да, и Сабантуй, то есть всероссийский Сабантуй, он тоже приезжал, мы проводили соревнования вот по борьбе, значит, куреш, да, и по масс-рестлингу. Вот вы как осязаете и ощущаете во взаимодействии с вашими коллегами Республики Татарстан, что-то они от нас перенимают или что мы можем перенимать у них? Да. Ну, на сегодня Республика Татарстан является очень спортивным регионом нашей страны. Они, до пандемии, до санкций, да, они приняли в своем регионе очень много крупных спортивных соревнований, но в этом году вот Раис Республики Татарстан поддержал инициативу нашего главы Республики Саха-Якутии Арсения Сергеевича вот принять чемпионат мира, да. Вот поэтому с нашей стороны у них опыта очень много по проведению таких крупных мероприятий. Да. А с другой стороны, по развитию национальных видов спорта мы тоже свои. Да, конечно, можем, в определенном виде поделиться опытом продвижения. Вот не зря, наверное, действительно Владимир Владимирович этот год обозначил годом единства народов, потому что мы, россияне, да, вне зависимости от нашей национальной принадлежности, в каких мы субъектах живем, вот пытаемся объединяться вот в наших действиях. Вот, например, по продвижению национальных видов спорта очень здорово, что Республика Татарстан примет чемпионат мира. Так? Ну и, конечно, в других субъектах я вот хочу, чтобы вы отметили и Республику Башкортостан, и Чувашскую республику, вот где развивается школьный масс-рестлинг, да, ну и по студенческому масс-рестлингу вот наши усилия тоже являются такими знаковыми во главе с Анатолием Николаевичем Николаевым, ректором Северо-Восточного федерального университета. Вот здесь пару слов, пожалуйста, в этих субъектах. Да, на сегодня вот Республика Чувашия, Башкортостан, да, они являются тоже лидерами по развитию национальных видов спорта. Они вот в прошлом году мы Михаилом Дмитриевичем Гуляевым выступали в Курултай Башкирской республики о создании национального центра республики. Мы свои предложения им сказали, они в этом году пока не открыли Республиканский центр национальных видов спорта. Пока в России в целом есть 3 центра национальных видов спорта. Это Республика Саха-Якутия, который в этом году отмечает 20-летие, да? И 2 года назад тоже открыли Республика Тува. И на сегодня есть... Нет, Башкортостан нету. Да, Алтай есть. Но у них меньших размеров, да, по сравнению с нашим центром. Да, конечно, меньше пока. Но самое главное начало, то, что они закладывают, Они начали эту работу, это уже хорошо. Но сейчас республики, Башкортостан тоже будут открыты такие центры, и Чувашия тоже. Вы вместе с Михаилом Дмитриевичем Гуляевым, да, ездили? Да, и уже зажгли там огонь в их душах. Они поняли, что системный подход – это залог успеха. Да, и мы там рассказали про игры Манчары.
Но они вообще удивлялись по этим крупным мероприятиям, что игры Манчары — это системная работа, игры Манчары — это не только спортивные соревнования, игры Манчары — это мы рассказали в том, что каждый раз они проводятся в разных районах. Поэтому это проект социально-экономического развития данного района. Да. Это не только соревнования, там это инфраструктура, социальное обеспечение. Ну, совершенно верно. Вот в прошлом году при проведении игр Манчары в Татинском Улусе вот мы видели, насколько спортивная база укрепилась, новый многофункциональный комплекс, прекрасный стадион, другие локации, где мы видели, что люди просто вот глаза горят. Ну и вспомним то, что мы с вами реализовали проект «Поколение Бодров», да, в прошлом году. И этот проект направлен на то, чтобы мы всегда уважительно относились к предыдущим поколениям чемпионов игр Манчары, выдающимся мастерам, таким как Юрий Андреев, Максим Васильев, Николай Санников, Иван Горохов. Да? Ну и самый главный смысл заключался в том, что героический эпос народа Саха, Олонхо, признан шедевром нематериального культурного наследия человечества. В прошлом году мы отмечали 20-летие, да, в 2005 году. И вот мы, значит, в родном Аласе Платона Алексеевича Аюнского провели презентацию этой книги. Я хочу, Геннадий Анатольевич, вас поблагодарить. Мы с вами полгода эту работу вели со всеми федерациями по различным национальным видам спорта. И мы приглашали вот именно представителей разных поколений. И вот по итогам этого вышла вот эта замечательная книга. И мы как бы доложили Платону Алексеевичу Аюнскому то, что он жил не зря, работал не зря. Эпос Олонхо сегодня является механизмом не только физического, но и духовно-нравственного, умственного, интеллектуального развития нашей молодежи. Вот даже если говорить об играх Дыгына, которые мы основали в 1995 году, впервые на ИСЭХе города Якутска на ипподроме ЕГСХ это проводилось. И вот первым чемпионом был Иннокентий Макаров, причем он трижды становился чемпионом. Первый раз он получил мотоцикл «Урал», два последних он автомобиль УАЗ, да. Ну и, конечно, наши легендарные победители. Николай Дьяконов, шестикратный победитель, Иван Белолюбский, семикратный, значит, Филипп Пофигур, пятикратный, да. Ну и в этом году тоже игры Дыгына, они привлекают внимание. И вот наша родная национальная вещательная компания «Саха» с этим проектом получила главную телевизионную премию ТЭФИ всероссийскую. Это очень здорово. Поэтому, заключая нашу передачу, вот, Геннадий Анатольевич, какие у вас будут пожелания к народу, к населению? Ну, наша основная задача — это развитие национальных видов спорта республики, да, ну и в целом, развитие и популяризация национальных видов спорта в целом республики, всероссийском уровне, на международном уровне. В этом году год единения. В прошлом году наш президент Владимир Путин подписал стратегии национальной политики. И указ был. Одним из ключевых направлений этой стратегии является развитие национальных видов спорта. Вот поэтому и мы будем трудиться, работать во благо развития национальных видов спорта. Да, ну, конечно, мы все должны работать во благо нашей родной республики и во благо России, поэтому благодарю вас за то, что приняли участие в нашей передаче. Всем желаю добра и благополучия.